Городу Ровеньки Республика Коми будет помогать в сфере ЖКХ, но здесь будет не менее актуальной помощь с точки зрения медицины. Так считает Андрей Климушев, председатель постоянной комиссии Госсовета Республики по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта. Поддерживает его и зампредседателя парламента Владимир Косов. Он, как опытный медик, готов помочь жителям Ровеньков. Я думаю, было бы правильно Донецкой и Луганской народным республикам, потому что съездив туда, в том числе глава, зампредседателя главы Алексей Просожих поделились тем, что медицина там, конечно, находится в катастрофическом положении, и наша помощь, в том числе по организации здравоохранения, будет просто очень востребована. Я так думаю, мне так кажется, что лично я попаду туда. Чем смогу помочь? Наверное, смогу помочь, я врач. Вот, и если им потребуется моя помощь, то я эту помощь окажу. Я думаю, что в этом будет. А второе, действительно, это место благодатное, место, которое населено русскими людьми, которые попали в сложную ситуацию. Я даже не могу понять, как можно было запретить русский язык. Русскому человеку. Ведь мы в Латвии не запрещали латышский язык. На Украине не запрещали украинский язык. Даже маленькие эти мы не запрещали. Хочешь, говори по-украински, хочешь, не говори, это твое дело. Но когда за тебя избивают, то это самый настоящий нацизм. Поэтому люди рвались вырваться из этой вот гнета, из этого. И мы должны помочь. Жители города Ровеньки для нас не чужой народ. Так считает и лидер партии «Зеленая альтернатива» в Коми Виктор Бетехтин. Так уж исторически сложилось, что у многих жителей Коми сегодня есть родственники в Луганской и Донецкой народных республиках. Поэтому помочь им наш долг. Донецкая и Луганская народные республики – это наши родные. В первую очередь, мы понимаем, что развитие нашей республики произошло именно такое пластовое, большое, именно в 50-60-х годах прошлого века. Почему? Потому что у нас как раз приехали шахтеры с Донбасса развивать нашу республику. И фактически у каждого из наших граждан есть родня на именно Донбассе, на Украине. Потом это наши люди, это наша кровь, мы должны помогать своим. Мы все прекрасно понимаем, что 8 лет назад, когда Луганская республика провозгласила независимость, регион попал под жесткий гнет киевского режима. Киевский режим методично уничтожал все живое и неживое на территории. Поэтому и когда была введена специальная военная операция, отступая, вооруженные силы Украины, они нанесли массовые удары по этому городу, уничтожили большое количество объектов, жилищных объектов, объектов промышленности. Ну и понятно, что своими силами наши братья там не справятся без нашей помощи. Поэтому наш долг помочь нашим братьям в этом вопросе решения этой проблемы. Поднять инфраструктуру, построить жилые кварталы. Поэтому я считаю, что мы все должны, вся республика должна подключиться к этой акции. И мы, как члены общественной палаты, тоже примем активнейшее участие в этой работе.